Меня зовут Рустам. В 2006 году я познакомился с парнем по имени Фархат Мамедов. В 2006 году я открывал кафе, мне нужен был повар. Он был у меня в качестве повара. С 2006 года мы с ним постоянно, у нас были близкие отношения. Он был прописан у нас дома. Получается, когда что надо было, я ему часто там занимал деньги. Он мне всегда их возвращал. Потом, получается, в 2019 году он мне предложил заняться бизнесом. Мыломоющие товары, доставка из стран ЕАЭС и реализовывать в последующем здесь, в Кыргызстане, этот товар. Потом он меня познакомил с Джапаровой Маргаритой и Сумиталиевым Мирбеком. Мы обсудили план работы, как это все делается, ну, по их словам, как они мне объяснили, там, что прибыль какая составляет, что и как. На что я согласился и начал давать им деньги. Первую сумму я им дал, получается, $70 000. А потом, через месяц, как продали товар, я начал еще добавлять деньги. Я еще добавил $37 000. Работа вроде шла, мне Фархат всегда отчеты все показывал, я бывало заезжал на склад, проверял, но потом в октябре месяце, когда заболела моя мама, я не мог контролировать физически, потому что все время находился с мамой своей. И в общую сумму я им дал $251 000 США. Потом, получается, когда моя мама болела, Фархат попросил, что срочно нужно ему $100 000 США, что можно заработать там 30% прибыли, так как на тот момент курс рубля упал, доллар подорожал. И получается, он мне начал уговаривать, найди. И я ему говорю, давай тогда заложу квартиру, если это на месяц. Он говорит, все, заложи квартиру. Он там выступил в качестве поручителя. И за квартиру дали $75 000 США. Еще надо было $25 000. Тогда я спросил у своей знакомой Кубакеевой Бахтыгуль, может ли она занять. Ну, объяснил все, как, что там прибыль будет, вот люди работают моими деньгами, если она хочет, может тоже как бы, да, заработать. Ну, на что она согласилась и передала Фархаду тоже $25 000. И после того, как я похоронил свою маму, уже я пришел в себя, и у меня появились сомнения в том, что что-то не то, почему я квартиру заложил, просто у меня тогда состояние такое было, я не понимал, да, ничего, можно сказать. И решил сразу поехать на склад, проверить товар, посчитать все. На что Фархат начал отказываться показывать склад, ссылаясь на то, что Маргарита тоже, Джапарова Маргарита не хочет, так как они этот бизнес подымали, и что я сейчас приду и заберу их схему бизнеса, их клиентов. Он сказал, подожди, мы тебе деньги отдадим, продадим товар, но показывать склад категорически отказывался. Но после долгого разговора, там, в течение 2-3 дней я с ним разговаривал, он согласился показать склад, ему объяснил, что так нельзя делать. Это мои деньги, я должен посмотреть, увидеть свои деньги. Мы поехали на склад, пересчитали все, там они начали объяснять, что там под реализацией часть денег, часть товара едет в дороге с Москвы. И как раз было, получается, в тот момент пандемия через день-два настала, да, как бы город перекрыли, и эти 2 месяца там мы не могли, да, собрать деньги, получается. Как бы, ну, это все по ихним словам так было. После того, через 2 месяца, после пандемии, когда поехали на склад, там уже товара, в первый раз товара было больше, во второй раз уже товара практически не было.
там маленькая часть осталась, получается. И на что они начали ссылаться, вот сейчас с дороги приедет машины там с товаром на 100 тысяч долларов, там в долгах там 50-70 тысяч долларов там. И все это время до ноября месяца они тянули, обещали, что сейчас отдадим эти деньги твои. И в ноябре месяце мне пришлось обратиться уже от безвыходности в МВД, ГСУ МВД, написать заявление вместе с Кубакеевой Бахтыгуль. Мы написали заявление, и по нашему заявлению нас признали потерпевшими. Фархада водворили в СИЗО-1, меру пресечения ему избрали до февраля месяца. Джапарову Маргариту, она начала по больницам ходить, там таблетки глотать, ну, чтобы ее не посадили, избегать, да, уголовной ответственности. Потом, получается, Джапарова Маргарита начала говорить, что ей помогут, что ее не посадят. Отправляла мне фотографии у Миталиева Мирбека там с президентом, он со всеми высокопоставленными лицами. И после этого действительно ей только подозрение вручили о совершении преступлений через 2 месяца, получается. И то адвокаты мои настаивали, постоянно следователю звонили, говорили, чтобы он привлек ее тоже, чтобы она не была как свидетельница. Ну, на что следователь, как бы, в конце концов, он согласился, и избрали ей меру пресечения, домашний арест. А Фархад находился в СИЗО. У следователя спрашивали, постоянно адвокаты звонили, продлил ли он меру пресечения ему. На что он отвечал: да, продлил, что он сидит также в СИЗО, меру пресечения продлили. Но случайно, по случайности, мой знакомый встретил Фархада на улице. Это было 23 февраля. 23 февраля встретили Фархада, сразу позвонили мои адвокаты к следователю, спросили, почему Фархад освобожден, меру пресечения поменяли. На что он ответил, что ему пришлось изменить ему меру пресечения, так как под давлением Генеральной прокуратуры, что они постоянно настаивали, чтобы он изменил меру пресечения следователя. После этого я подал жалобу, получается, в Первомайский районный суд об изменении меры пресечения. Но как-то в феврале месяце, получается, я случайно встретил у Миталиева Мирбека. Так как мы с ним уже были до этого знакомы, он знакомил, получается, Фархада и меня с Джапаровой Маргаритой. На что Мирбек говорит: что там у вас проблемы, что там с деньгами, там что-то. Ну, я ему вот так объяснил все, что как было. На что он сказал: ну, Джапарову Маргариту сажать не посадят ее, так как у него знакомые, так как 10 лет они шли к этой власти, начал показывать мне фотографии, видео. Тем самым, а я ему до этого момента, Джапарова Маргарита через свою знакомую сама всегда просила, чтобы я дал встречное заявление, и предлагала мне там квартиру, дом отдать, там деньги собрать, да, отдать. И после того, как появился у Миталиев Мирбек, она вообще отказывалась, да, ну, можно сказать, там не выходила на связь, ничего не было. И у Миталиев Мирбек сказал, что он будет ей помогать. И Джапарова Маргарита сама несколько раз говорила, что ей помогает генпрокурор Зулушев, что как бы, ну, с ними там, как сказать, тягаться или что, смысла нету. Азер хотят гражданскую сделать, дело следователь мне сказал. Поломали, он там меру пресечения, вообще у меня есть вот копия там, что как будто он мне выплатил уже часть ущерба. Вот так, да, все, они переломали все дело. Расскажите, что дальше сейчас. А меру пресечения следователь ходатайства написал, введя в заблуждение следственного судью вместе с прокурором,
Они написали то, что Фархад, Мамедов Фархад, частично выплатил мне часть ущерба и что собирается выплачивать мне ущерб. Но так как Фархада с того времени, как его отпустили, Фархад ни раз не звонил мне, ничего. По словам Джапаровой Маргариты, она созванивалась с Фархадом, и Фархад говорит, я никому ничего не должен, ни у кого деньги не брал, никому ничего отдавать не собираюсь. Я хотел бы, чтобы было справедливое решение суда, чтобы, как обещали, там борьба с коррупцией идет, чтобы вот все было в рамках закона. Так как я остался на улице, и Кубакеев, Бахтыгуль, мы вот вместе живем, у знакомых попросили квартиру, я с 2 детьми, с женой, живем в двухкомнатной квартире, и Кубакеев, Бахтыгуль вместе со своей сестренкой, мы остались на улице, а получается, закона нету. Вся система такая. Звонят, давят, и это, я считаю, что это несправедливо. Сам следователь говорит, он хочет переводиться там в район куда-то, там с этим делом его замучили, постоянно звонки ему.